Приветствую, меня зовут Биржан, мне 28, и я обучаю людей. Последние 3 года я работаю в проекте, цель помочь сельским безработным. Из 3 лет, 25 месяцев я жил и работал в разных селах нашей страны. Я не закончил престижный университет, с 16 лет я живу без родителей, и последние 12 лет своей жизни я называю американскими горками: резко вверх и резко вниз. Но это не помешало мне за 3 года обучить свыше 400 человек и сопроводить 150 проектов на общую сумму 450 миллионов тенге. Пропустив через себя 400 человек, я понял, что люди любят усложнять свою жизнь и забывают о том, что у нас всего лишь 2 выбора. Либо ты что-то делаешь, либо ты не делаешь. Либо ты слабый человек, либо ты сильный человек. Буквально недавно смотрел по National Geographic телепередачу о национальном парке Секвойя. Так вот, один интересный факт. Дерево секвойи, у него очень толстая кора, и она практически не подвержена действию огня. А наоборот, высокие температуры способствуют прорастанию семян этого дерева. Я такой: окей. А если провести параллели между человеком и секвойей? Мысль пошла дальше. Допустим, лес — это среда нашего обитания, а пожар — это проблемы. Да? Секвойи — это сильные люди, а те деревья, которые уничтожают пожар, это слабые волей, поступками, делами и так далее люди. Так вот, секвойю же пожар не обходит стороной. Просто секвойя во время пожара умеет принимать верные решения и отбрасывать свои семена. Что такое семена? Семена — это осознание ошибок, это правильные решения во время пожара, что и верные решения приводят к верным действиям, верно? Соответственно, секвойя растет и развивается дальше. Также сильный человек должен в кризисной ситуации, в сложной ситуации уметь принять верное решение, прежде осознать свою ошибку и в дальнейшем делать то, что принесет ему плоды, так же как семена. То есть секвойи прорастают дальше. Также и человек должен расти дальше, независимо от внешних проблем, факторов и так далее, и так далее, и так далее. То есть нам нужны skills, которые будут применимы здесь, в Казахстане. К примеру, армия дала мне больше, чем университет, колледж и так далее, и так далее, и так далее. У меня была малая саперная лопата, и мы с ребятами копали 5 метров в глубину и 10 метров в ширину туалет для 200 человек. Вот это skills, который понадобился мне. То есть нам ставили задачу, говорили: Биржан, идите копайте, мы шли и копали. Я хочу сказать, что нам нужно применять те skills, которые понадобятся нам и будут применимы в сегодняшних реалиях Казахстана. Всем спасибо большое, что уделили время. Всех обнял, всем удачи!